столице Якутии, на площадке исторического парка «Россия. Моя история» состоялся Республиканский культурный форум Арктида «Новый цивилизационный код». Но мы почему назвали форум наш Арктида этот цивилизационный код? Почему? Потому что мы подумали о том, что мы могли бы претендовать на цивилизацию циркумполярную. Так? А циркумполярная цивилизация – это научное название, а Арктида – это образ, это своеобразная метафора, это символ. Поэтому мы так и назвали, что это будет континент культурный Арктида. Я думаю, что деятели культуры внимательно прислушаются и начнут каждый думать в русле, как же конкретизировать эту философию, эту идею. Это мероприятие собрало деятелей культуры и искусства со всей республики. В ходе форума участники обменялись мнениями о роли культуры в современном обществе, освещая ее вклад в формирование национальной идентичности и сплочение многонационального народа России. Не зря президент страны объявил 2026 год годом национального единства. А что может объединять почти 200 народов, проживающих в нашей стране? Конечно же, это в первую очередь наши культурные традиции, наши обычаи, наша история, общая история. И, конечно же, с этой точки зрения новый культурный код, который сегодня очень активно обсуждается, в том числе в рамках форума, это та база, на которой мы будем основываться в будущем. Потому что нет такой отрасли, системы, как культура, духовное развитие, которая объединяет всех россиян. И с этой точки зрения, конечно, очень сложно переоценить вообще значение самой культуры в развитии общества, потому что во все времена всегда культура была одним из двигателей прогресса. Поэтому новый культурный код это может даже в будущем стать большой национальной идеей объединения большой, многоликой нашей великой России. Ключевыми темами обсуждения стали формирование единого культурного пространства Арктида, развитие цифровой культуры, популяризация эпоса Аланхо с использованием технологий искусственного интеллекта, а также способы интеграции культурных инициатив в социально-экономического развития региона. Будет открываться Арктический центр эпоса искусств. Мы должны быть готовыми. В этом плане мы ищем новые именно подходы для того, чтобы раскрыть наш культурный код. Именно поэтому мы назвали именно Арктида новый цивилизационный код. Мы должны предложить жителям нашей республики, страны и мира. В этом плане только деятели культуры, искусства, работники культуры могут найти новые подходы, новые возможности. Исходя из технологий, даже использование искусственного интеллекта, оно должно быть в пользу сохранения родного языка и сохранения родной культуры. Уникальные наши культурные коды, которые есть у наших народов северных. Мы должны создавать здесь продукты, которые будут именно трендами, уникальными проектами развития мировой культуры. Участники форума выступили с инициативой создания пространства Арктида, которое будет базироваться на богатом культурном и духовном наследии народов Севера, а также на успешном опыте развития якутских искусств в составе Российской Федерации. Ближе всех, наверное, к народу музыкальное искусство. Даже, скажем, русская народная песня, якутская народная, фольклор. Это же все связано, взаимосвязано. А отсюда у нас появляется код. Действительно, культурный код, идентификационный код, который пронизывает эту всю нашу культуру. Поэтому сегодня на этот вопрос обращает внимание не только в сфере культуры, но и в искусстве, и в частности в детских школах искусств. Почему? Да потому что мы начинаем работать с самой первой базовой, скажем, ступени, там, где маленькие дети. И именно мы закладываем то зерно, что они живут в Российской Федерации, что они живут в Республике Саха. И от того, как преподаватель это преподносит маленькому человеку, дальше будет этот человек расти.
Программа форума включала ряд дискуссионных площадок и панельных сессий, посвященных таким направлениям, как кино, музыка, театрально-зрелищные и культурно-досуговые учреждения, работа с молодежью и волонтерство, музейное дело, система образования в сфере культуры, а также деятельность Арктического центра эпоса и искусств. Была презентация самого центра, вдохновляющая архитектура, невероятная. И вот это вот смысл о том, что мы на самом деле без разделений, север не требует, вообще мир не требует разделений, да, между нациями, да. Было приглашение от этого центра для всех культурных, объединений на сотрудничество, для того, чтобы уровень, предположим, если даже вы на уровне самодеятельности, да, то чтобы поднять этот уровень, можно там и обучиться, и тут же какие-то взаимодействия с этим центром создавать. Вот, мне это понравилось. Я надеюсь, что это будет воплощено в практике. Да, супер. Были рассмотрены актуальные вызовы, стоящие перед сферой культуры и искусства. Особое внимание уделили вопросам развития инклюзивного образования в области искусств и культуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Специально нашли время для панельной сессии «Инклюзия в культуре». Конечно же, вопросы равенства, равных возможностей, равного доступа ко всем благам, в том числе и культурному, духовному развитию, это, конечно, вопрос развития и сознательности общества. Я хочу отметить, что Министерство культуры очень оперативно отреагировало на изменения в федеральном законодательстве, которым внесены изменения в систему комплексной реабилитации. Сегодня уже создан ресурсный центр на базе библиотеки имени Ивана Николаевича Горного, который является методическим центром целой отрасли культуры именно вот по вопросам инклюзии. Сегодня мы видим, что на больших культурных площадках нашей столицы, особенно в театрах, уже идут представления с сопровождением тифлокомментарием, с переводом на русский жестовый язык. То есть это те шаги конкретные, которые позволяют многим сотням якутян приобщиться к культурному развитию. Но наша задача сегодня состоит в том, чтобы раздвинуть эти границы. Пока мы ограничиваемся только столицей. А вообще вот инклюзия и равные возможности должны быть в каждом учреждении культуры, даже в самом отдаленном, в самом труднодоступном сельском доме культуры. Мы должны создать равные условия для всех инвалидов, чтобы они тоже были приобщены к культурному и духовному развитию, и всем им были обеспечены равные права и равные возможности, которые у нас, между прочим, гарантированы Конституцией нашего государства. Министерство культуры Якутии уже реализует ряд инклюзивных проектов, в том числе на базе Краеведческого музея имени Ярославского. Здравствуйте, меня зовут Тина. Я работаю в Якутском музее. Я сейчас с вами говорила на русском жестовом языке, потому что Якутский музей получил грантовую поддержку фонда «Свет» на развитие своего клуба инклюзивных практик, направленного на адаптацию программ для людей с нарушением слуха, глухих и слабослышащих. Но миссия клуба гораздо шире, и мы готовы работать с разными группами людьми. И напрямую работать с сообществом, потому что принцип инклюзии является ничего для нас без нас. Мы не должны закрываться в своих рабочих кабинетах, придумывать программы, а потом привносить их благополучателю. Нет, это должно быть неотрывно от сообщества и в открытом диалоге между всеми представителями. Форум Арктида «Новый цивилизационный код» стал продолжением государственной культурной политики России, утвержденной в 2024 году. Якутия, как арктический регион, традиционно выступает важным культурным форпостом страны. Мы попытались собрать здесь все направления культуры для того, чтобы именно найти точки соприкосновения, точки опоры, для того, чтобы дать возможность каждому человеку, северянину, найти возможность развития, так? Потому что без знания родного языка, без знания именно родной культуры и духовного богатства своего народа, человек не может развиваться в этом быстро развивающем мире. И, безусловно, здесь и Олонхо, и Осоха, и
другие национальные наши традиции, которые заложены в нашем культурном коде, должны получить уже новые возможности развития. Предложения, выдвинутые на форуме, призваны стать основой для формирования культурного пространства Арктида. Новый цивилизационный код будут представлены на пленарном заседании с участием главы Республики Саха, Якутия, и станут основой принятия стратегии развития культуры и искусства Якутии. Исторический парк «Россия. Моя история» предлагает для всех желающих услуги по организации выставок, мастер-классов, различных презентаций, детских праздников, фотосессий, культурных встреч, деловых переговоров с кофе-брейком, а также видеоконференций и онлайн-встреч. Телефон 8 41 12 40 35 97. Медиацентр «История» и мы приглашает в мир видеопроизводства исторического парка «Россия. Моя история». Мы предлагаем интернет-трансляции, многокамерную съемку, услуги видеооператоров и режиссера монтажа, а также создание видеосюжетов и телепередач. Ждем вас по адресу город Якутск, улица Уткина, 5.